В Доме молодежных организаций обсуждают одну из самых острых проблем современного мира – буллинг, а в частности кибербуллинг. Школьникам рассказывают, как распознать эту угрозу, как защитить себя и не стать ее частью. И это не случайно, ведь в эпоху цифровых технологий, когда виртуальное пространство прочно вошло в нашу жизнь, кибербуллинг становится все более актуальной и опасной проблемой. Из 5 школьников он подвергался травле в социальных сетях, то есть в интернете. То же самое 2% взрослых. Это сегодняшние данные, то есть данные 2025 года. Сейчас об этом начали говорить, и сегодня это действительно очень важная проблема. Свою личную историю, полную трудностей и несправедливости, рассказала школьникам блогер Макка Аушева, популярная на просторах интернета как Макка-легенда. Она поделилась, как сама столкнулась с травлей в школе и как эти переживания повлияли на ее дальнейшую жизнь. Этот откровенный рассказ стал для многих ребят напоминанием о том, что слова в интернете могут ранить не меньше, чем физическое насилие. Это очень сильно потом в будущем сказывается. Потом приходится ходить к психологам, тратить деньги и восстанавливаться, да. Но проблема кибербуллинга – это не только истории жертв. Это вопрос, требующий глубокого понимания причин и последствий. И об этом говорит приглашенный психолог Али Чахкиев. Не раз сталкивались с этим, что родители защищают своих детей, говорят, что мои дети самые лучшие, а вот все вокруг они плохие. И получается так, что виноватых либо школьные учителя и школа в целом, либо весь класс виноват, но не только их дети. А все это происходит из-за того, что когда-то этому ребенку один раз позволили вести себя плохо. Эта лекция для многих ребят стала настоящим уроком, на котором осваивают важные знания. И что самое главное, подводит для себя твердый итог. Буллинг недопустим. У меня в классе некоторые девочки и мальчики тоже сталкивались с буллингом. Я это прекрасно понимаю, это очень неправильно. Вообще не советую подросткам вообще оскорблять и драться, это очень плохо. Очень полезная лекция была. Я думаю, что нужно побольше таких лекций. Очень много полезного, нужного и правильного. Буллинг сегодня очень актуальная тема, поэтому это очень полезно, то, что подросткам рассказывают, насколько это важно. Актуальность проблемы кибербуллинга в Ингушетии не вызывает сомнений. Именно поэтому Комитет по делам молодежи республики инициировал проведение этой лекции. Это лишь один из шагов в большой работе по профилактике и противодействию как травли в интернете, так и в школах. Дальше мы планируем раскрывать уже травлю непосредственно в жизни ребят. У нас есть ряд школ, в которых эти ребята выявлены, с которыми работают, и мы хотим вот как-то через эти поверхностные лекции, проще говоря, донести до ребят, что этого делать нельзя, и с этим нужно бороться. Работа по формированию безопасного и ответственного поведения в интернете продолжается, и каждый шаг в этом направлении – это вклад в здоровое будущее детей. Хади Добриева, Адам Гулоев, Мавлатгири Ахильгов, Магаз 24.